Ассаламу алейкум, достор. Кандайсыңар, туугандар? Кетип баратасыңарбы балыкчыга? деп тамашалап коеюнчу. Так, бүгүн жума майрек болсун бүт барыңарга. Биз болсо борсок жасап атабыз азыр. Аялым үйдө борсок жасап жыт чыгарып. Анан майда чүйдө жасайбыз. Мен тиги кичине ютубке майда чүйдө кино тартып коеюн деп атам да. Силер мени уже билесиңер. Тиги чымчыктарды угатпайм ба? Тиги булбул деп коет. Соловей, да, по-русски. Это огород. Видите, да? Там бамбуковый лес. Здесь детская площадка. Смотрите. Японцы стараются каждый этот кусочек земли использовать. Помидоры, огурцы, баклажаны. Это шисо коричневое. Там, по-моему, или клубника. Цветы. Там перец. Что еще там? Апельсины, вон, смотрите, там. Всего понемножку. Так, все порядок здесь. Помидор уже, вон, смотрите. Да, помидоры зеленые. Там лук. Так, сегодня дети в школе. Школа у нас сегодня до 4. Да, все спрашивают меня про школу. Расскажите, говорит. Это старые японские дома, ребята. Eski үйлерде. Анан неме. Здесь туалет, потом бенджо это вы. Значит, туалет вот такой вот. Там яма. Старые японские дома. Видите? Здесь, наверное, ешким жашабайт уже. Наверное, хозяин өлүп калды. Видите, да, какие дома? Раньше какие были. 30-е, 40-е годы. Вот дверь, замок вешали раньше. Старые японские дома. Тут уже никто не живет. Дверь даже открыли. Там тоже. Барын сындырышат. И жаңы. Сломал, идет налом. И потом новые дома строят. Сейчас я вам покажу новые дома. Так. У нас у нас тротуаров нету. Потому что частная территория уже купленная 200-300 лет назад. Карта есть. Прям на карте линия обозначена. А вот это вот государственная, да, это территория. Зеленый это у нас вот типа тротуара по зеленой. Вот по этой можно по зеленой ехать, можно по рыку ехать. Ну, здесь уже частная территория, говорю, частная территория. Бяхтағы частная территория, мынакей бит пара. И у нас кто старше 60 жаштан үйлер велосипедный эме кийиш керек, шлем кийиш керек. О, көрдүңөр, о десем, о дешет. Бяхта да вот дом открытый здесь у нее там. Здесь у нее полито все. И у нас здесь узкое место, когда, чтобы не стукнуть бордюры, предупреждение, видите, внимание водителей, это наждачка. Видно, да, наждачка? 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас водопровод городской, вот написано. Кран или труба идет, выход. Здесь тоже, пожалуйста, вот тротуар. И сам мост. Мост, он коричневый асфальт. Не черный асфальт покрасили, а именно коричневый асфальт. Красный асфальт. А потом уже нанесли белую краску, видите, нанесли. Светоотражатель, стекло добавлено. Айнек қосылады, жалтырап тұрады ішінде. Это кто-то не выдержал, проехался, видите, да? След остался от машины. И люки, они на одном на одной поверхности. Там я не знаю, кто живет, но если что, можно зайти поздороваться, они все пускай. Так, я перехожу на велосипед.
Так, сейчас я закреплю камеру на рубашку. Сейчас, ребят. Вот сюда, наверное, да, чтобы он у меня не упал. Так неудобно. Придется в руках держать. А этот на велосипед он будет шуметь, тарахтеть будет. Так, момент, ребята. Сейчас у меня тут аркан запутался за зонтик. Так, там что, полицейский вертолет летит? А нет, это военный вертолет. Американский Апачи, наверное. По звуку определяю. Я тут уже долгое время. Так, люк. Обычный люк канализационный. Это пожарный люк. Бүйт пары асфальт менен тең да жасалган. Так, значит, айдаганда надо по этой стороне. Именно по зеленой, по тротуару. Так, это у нас зубная клиника. Самый байлар это адвокаттар менен, ана зубной врачтар, ана обычный врачтар. Дедушка бірдеңе жасап атат. Что-то все мастерят. Молодежь на работе. В 5 просыпаются и все на работу уходят. Это менен 5-те туршат. Ну, бабушка уже продает. Охайо гозаймас. Уттерно, бачан? Уттерно? А, ты сюда ёшка? Вот потому что. Сугой, кюрика. Ты агуре старат жүрөт. Ты огород делится тет поштан алып. Вот сюда и дождь деген бири-бирибизге жардам берип жүрөбүз дейт. Вот, ребята, видите, помогают старые пожилые люди друг другу, потому что внукам, детям некогда помогать. Они заняты сейчас добыванием денег на свою пенсию, на старость. Поэтому у них все забито. И мне многие спрашивают, Байке, братишка, немецкая свастика. Нет, ребят, это не немецкая свастика, это немецкая свастика, он наоборот идет, вот так. А это чисто буддийский знак. Видели, да? Вот. В каждом квартале, в каждом районе, есть. Видите, там 2 бога. Вот один, вот прям. Ой, блин, женщина прям такая борзая, блин, прям аж на меня так посмотрела. Как будто проглотить хотела. У нас жарко. Сейчас я поверну камеру. До сих пор корона есть. Заражаются все. Так, сейчас я вам покажу еще одну стройку. Они вот недавно, вот позавчера сделали. Вот буквально позавчера здесь был Гопроварволчу. Старый мост они сломали. Это означает перекресток, чтобы водителю было понятно. Значит, с правой стороны есть этот перекресток, выезд. Там тупик, правда, но все равно. Вот старый мост был, они ее сломали, положили плиты, потому что это хозяин, новый, как его сказать. Вот они все, арыт. Плиты положили, все четко. Забор делали, это вот государственная территория до суда. Это уже государственная территория. Частная там. И вот арыты сделали. Здесь прям все четко. Растения, чернозем. Прям чики-пики. Прям результат. Это квартиры сдаются по $800-900 в месяц. Вот еще реклама написана. Потому что в Японии не все могут купить себе частный дом. Для этого должен быть стабильный доход и постоянная работа. По-японски это сеншаин, не подработка, а именно постоянная работа. Вот. Тут у нас есть пожарные части, вот. Здесь закрыли, вот дома здесь понаставили новые. Так, ладно, едем, чтобы шумно не было. Все стараются на работу ездить на поезде.
жумушка бүт барып поезд менен барганга аракет кылышат. Потому что арзан, анан неме хаяйды не деп коет. Хаяй эме бат болот да. Например, силер тиги Ысык көлгө барарда Бишкек балыкчы деген поезд деген бат-баттан жүрсө жакшы болмок. А то кыбырап 5 саат жүргөн это непорядок. А для этого 2 линия жасаш керек. Вот. Тиги бул машинелер суббота воскресенье, когда отдыхает, такие вот линия, горнору, 2 линии надо сделать. И датчики поставить, они автоматически это закрываются шлагбаумом. Будь баласмен, это, наверное, ребенок из садика забрала. Есть частные садики, есть государственные садики. Частные садики до 3, до 12 есть. Так. Вот. Здесь у нас больница, маленькие больницы. Я сюда на обследование прохожу. И рядом аптека. И вот эта аптека, здесь больница осматриваете, и они отправляют туда. Генерик называется, ну на этот. Это вот хозяин кондоминиум позвал этих тазалык, они дерево, видите, в порядок привозят, прям обрезают четко прям. У нас в последнее время на электрических велосипедах с аккумуляторами. Это поставил хозяин, у него ресторанчик есть. Сейчас мы там проедем. Вот он, китайские блюда по $8, он автомат поставил. Здесь он замороженный, можно купить. Вечером, кто из станции выходит, чтобы в ресторане не сидеть, можно подойти, купить. Это не напитки, а именно еда. Видите, да, $5, пельмени $5. Тут это карри, суп. Ну, короче, все китайское такое, острое, коричневое, жирное. Вот. Здесь детский садик. Маленький частный детский садик. Вот он. Такой компактный, уютный. Камеры везде стоят. И в 17 году у нас было 7 баллов землетрясения. Здесь вот сейчас решетка белая, а раньше вот такой этот плиточный забор был высокий. Мурмондай пескоблочный молча, забор молча, где-то. Она не здесь, а чуть дальше. И бараки деген префектура бар, и Осака жакта. Девушки утром 7:30 было. 7 часов 7 минут было землетрясение. Этот забор свалился и придавил эту девочку, которая в школу шла. И после этого все школы убрали вот эти бетонные заборы и вот обычные легкие конструкции. Büyük парно алмаштырып чыгышты. О, этой школе 50 лет. Представляете? Еле живет эта школа. Это школа учится. Вот 11 часов. 8:30 ворота закрываются. И кто опоздал, это дневник отмечает. Вот опоздал или нет. Вот это ихняя форма, это государственная школа. Я этот район называю первый микрорайон, потому что здесь социальные дома, они дешевые. Если захотите купить, этим домам по 70, по 60 лет. 60 жыл, 70 жыл болған үйлер, ескі үйлер. Я год назад видел объявление, там, по-моему, квартира продавалась за $90 000 продавался. Это очень дешево в Японии. Ну правильно, да, потому что если в квартирах будешь жить, то надо платить за кондоминиум. Ну и естественно свет, газ, вода, все. А мусор у нас здесь каждый вносит сам. За мусор у нас не оплачивает. Но вода, есть нижняя вода, которая вытекает, и верхняя вода, которой вы пользуетесь. Поэтому два счета приходит, ну, общей суммой приходит нижняя и верхняя вода. Так, вот там вон поезд пошел. Зеленый чай, Родина. А здесь у нас этот информационный центр. Сейчас я вам покажу.
Здесь мы приходим и берем справки для себя, чтобы туда в мэрию не ездить. В акимиат, например, какую-то справку о рождении или свидетельство о рождении. Тут сюда приходим, там есть окошко, можно зайти и здесь все получить. Все автоматически. Здесь и клубы есть, танцевальные, аэробика. Там вон мусор скидывать, все. И самое главное, здесь наш район, он дача бывшего императора Японии. Очень знаменитое место. Там в моем канале есть Биодоин храмы. А это вот завод. Всем известный завод. Знаете, да? Это что за завод? Сейчас я вам покажу. А, здесь мочи продают. Сейчас зайдем, посмотрим. Сейчас я велосипед поставлю. Что-то многие интересуются. Бит парсыра беретко. Мочи деген не, мочи деген не. Мочи деген это вот ристен жасалган, аябай калкаланып. Ристен, вот. Обычный рис. Вот мочи, добавляет бобы зеленые, чай добавляет, коричневые бобы делают, из белых бобов делают. Видите, как красиво прям. Можно попробовать сейчас. Так, надо это взять. Здесь открыть. Вот так открыть, да, открыли. Теперь берем и пробуем. Сладкий. Ну, этот вкус не передать, такого нету ни в Кыргызстане. Ну, еще один сидим, да? Вот, продается. $8 6 штук. Вот из бобов. Видите, да, из бобов делают, бобов несать. Чай, зеленый чай был, шоколад кошек койту. Здесь заварной. Здесь печенье. Конфеты, смотрите. Сосульки. Так, ладно. Рахмат. Спасибо этому дому. Поехали к другому дому. Ну, это в Японии везде так свободно. Можно зайти, попробовать, покушать. Так, я очки одену. Зубочистка называется цумайоди по-японски. Цумайоди. Цума — это жена. Йоди — это нитка. Вот, у нас жарко, поэтому все в зонтиках. Они не хотят, как я. Видите, я черный. Здесь индийский ресторан недавно открылся. Я что-то людей не видел. Гишигорлек келгенче. Бяк болсо хотто-мотто обед, ланч готовят. Вай. Что такой шумный, блин? Вернусь, чтобы не сгореть, не получить солнечный удар. Все с зонтиками ходят, японы. Значит, я объяснил, да, молодежь вся на работе. И вот здесь красивые цветы. Я хочу еще раз. Здравствуйте. Ой, я уже замыкаюсь. Здравствуйте. Здесь кафешка для именно с животными. Это хачико. Видите, да? Это ину. Шиба ину. Это японская порода. Ай, кенкикай. Там тоже их много, вон, видите? Ой, злится. Так. Это магазин цветочный. Очень красивый, между прочим. Я снимал. У нас сегодня ханабата. Сейчас все пишут свои желания. И вот так на бамбуковые ветки вешают свои пожелания. Видите, да? Чтобы здоровье было. Вот. А мне надо туда. Красный перец посмотреть. Надо туда идти, на перекресток.
Что, пойдем на перекресток? И туда в магазин, там чуть-чуть охладиться надо. Прям жарко. Ух. Жарко. Все с кондиционерами, все с машинами. Ух. Влажность. Как будто в бане вот все кипит, все. Они сами называют это Дими-Дими. Сейчас пойдем. Вон бабушка тоже со своими сумками. У нас пакеты можно только это покупать надо, а так надо со своей сумкой ходить экологической. Поэтому пожилые, чтобы груз не таскать, у всех вот такие коляски. Так, вот он, вот он. Я уже мокрый весь. Но здесь это простудиться можно. Простудиться можно. Продукты у нас дорожают. Ну вот лук $1. Ну сейчас иена слабая, ну 50 центов, 60 центов будет. Так, это бататы. Так, где тут? Картошка $2, 500 грамм. Видите? $2 13 центов. Лук 6 штук, $3 20 центов. Ну я постоянно показываю, поэтому красного перца я не вижу. Не видно. А баклажаны есть. Так, нет красного перца. Вот зеленый есть. Мне зеленый не надо, мне красный нужен. Так, значит, там тоже нету. Едем в другой магазин. Я буду ездить, пока не найду. Вот такой я. Это паприка, это не перец, это паприка. Она $1 стоит. Так, и у нас везде санитайзеры, видите, да? Брызгать, руки обрабатывать. Ладно, где мой велосипед? А, вон там мой велосипед. Так, это вот пацан, видите? А, этот, там же автомат стоял, да, по продаже. Вот этот ресторан, видите? Вот он поставил 2 автомата, здесь тоже вот он поставил. Вот. А сам он там внутри готовит, вот он ресторан внутри. С 10 до 9. Вот. Вот бизнес. У него здесь стоянка, по-моему, есть. Да. Это для, как, я не знаю, как-то он переводится. И вот наше озеро, вот бабушка села отдохнуть. Рюкзак таскает. Ну ладно, на сегодня все. Бүгүнкү жетчет уже тарткан бияк көргөзгөм. Мынакей, выносватат. Когда жарко, надо теплее одеваться, чтобы не потеть, чтобы солнце не пробивало до тела, понимаете? Поэтому они так барахол, ну, одеваются. Это я один только, блин, вот, с дедулей, блин. Видите, как и маски носят все. Шугаются. Японки очень боязные, они стараются не разговаривать, а если видят иностранцев, стараются обходить его, обойти. Ну, кто его знает, какой-нибудь. Ну, шугаются, шугливые они. Так, ну все. Так, этот Рекс ушел. Да, всех Рексом называю. Котяр я называю Кешами, а собак Рексами называю. Вот она, хозяйка дома полетела, поехала. Видите, какой у нее быстрый велосипед. Я на пердячем паре, а она, у нее аккумулятор, она, блин, мощный велосипед. Так, дедушка молодец, он лет, наверное, 85. Так, не херметто, а это как назвали, не каска, а велосипедный шлем. Вот здесь я хочу проехать, вот здесь, чтобы этот, не спотыкнуться. Так, там есть башка магазин бар, ошақтан бар. Қызыл перецті не деп қойды.
Так, смотрим лево-право. И вот туда вот мой район. Я думал, там есть магазин, нет, оказывается. Вот это мой район. Я как раз еще снимал здесь этот зимний на Christmas. Здесь иллюминация была вот здесь. Ну ладно, ребята, да? На японок я показал вот зонтиками. Все довольны, все счастливые, жарко, там болото, комары нас. Чем больше воды, тем больше комаров. Так, здесь вот табличка участкового инспектора, ну, полицейского. В любое время можно позвонить, они это приедут здесь вот для участковых. Для Кыргызстана вот 2 номера, видите, да, полицейских участков. И этот, если дети там кто-то преследует или что, вот этот дом, можно сюда забежать, этот дом помощи 110 для детей. Так, в этом вот, в каждом районе участковая табличка. Не надо визитку. Визитка потеряется, а именно вот так на двери. Надо привязать. И оно будет работать. Ну что, когда едешь, прохладно. А когда стоишь, горишь, блин. Так, это тоже социальные дома, 2-й микрорайон. Это вот почтовик. Они день и ночь, без выходных работают. Они всю информацию почтовики знают. Они больше, чем полицейские знают, чем участковый. Пофамильно знает, фамилию знает, кто, сколько, все, блин, понимаете? Ну, это я как этот бывший участковый говорю. Это тоже дом недавно построили. Тоже красивый дом. Вот так, ладно, заезжаем в магазин. Магазин называется Ямада. Так, тут надо велосипед куда-нибудь. Супа Ямада. Ух, как жарко, да? Так, сейчас. Велосипед притонарим здесь. Здесь можно посидеть. Здесь парикмахерская, по-моему, да. Мужская, женская отдельно. Так, вот велосипед, как сам велосипед для гостей. Сюда надо поставить велосипед. Тут маленький детский частный сад. Так, сейчас я каску сниму. Блин, мокрый весь. Они на прогулку детей возят этим. И здесь маленький магазинчик книжный. Книжный магазинчик. И вот, пожалуйста, манго. Это здесь вот манго. Все время мне вопросы задают. Байке мангу читаете? Да, мне это как-то интереса нету. Вот, тут уже журналы, пожалуйста. Тоже манго. По-моему, цветные. Они черно-белые, если цветные. Тут уже повзрослее. Тут истории. Потом есть вот такие вот журналы. Тут все вся информация здесь полностью. Ну, типа нашего крокодила, наверное, как в советское время. И, да. Потом есть и есть эротические газеты, тоже рекламируют. Тут вот свободно продается. Тут и манго, видите? А потом вот такие вот тоже приглашает посетить, видите, Эрос. В телефоне там все, возраст, имена, ну деньги зарабатывать. Это же капитализм, ребята. Такие, видите, да? 60, а кто старше 60, может сюда приехать, побаловаться. Тут телефоны, вся информация. Тут тоже вот манго. Так, ладно, это итальянский ресторан у них. Старается, трудится, не знаю. Пойдем охлаждаться. Уже мокрый весь, вот течет все. Вот он, итальянский ресторан, они там готовят сюда, можно с собой забрать. Это по $6. Этот ланчбокс. Ух, как прохладно.
Вот я про это говорю. Все пишут свои пожелания, вот выпало. И на бамбуку этот. А, там мясник мой, Кентуха, это комиссионный магазин скупает, продает. Тут пекарня. Вот утром я проезжал, и свежий хлеб, смотрите. Все свежее. Свежая выпечка. Ух, какой запах стоит. Вот. И это комиссионки я сказал. Ну и туда магазин, ладно. Вот, комиссионные товары. Все, ладно, сейчас приеду домой и закину. Давайте, да? Всем удачи.